Итак, с учетом предложений главного санитарного врача Якутии, а также оценки ситуации республиканским оперативным штабом на территории арктических районов, а также в труднодоступных населенных пунктах сняты все ограничения. То есть с 12 мая разрешается деятельность всех организаций, индивидуальных предпринимателей и предприятий в Абыйском, Алаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском, Устьянском и Винобы-Тантайском районах. Но сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий. Числом участников более 50 человек. Что касается муниципальных образований, где ранее были введены дополнительные ограничения. Напомню, это Якутск, Жатай, Нижний Бестях, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Тикси. Сюда также добавили Покровск, где ситуация с распространением COVID-19 стала сложнее. А также Алдан и поселок Ленинский, где отменили карантин. Здесь режим самоизоляции продлен до 31 мая. То есть в этих населенных пунктах все остается как есть и действуют существующие ограничения. При этом вводятся некоторые послабления. Например, разрешена работа ателье, химчисток, ремонта обуви, то есть бытовых услуг, где нет непосредственного контакта с клиентом. Допускаются самостоятельные занятия спортом на открытом воздухе, также прогулки с семьей при соблюдении социальной дистанции до других граждан не менее 1 метра. Также отмечается, что если ситуация будет меняться в лучшую сторону, то ограничения могут быть сняты раньше. Далее о сельских муниципальных образованиях и остальных населенных пунктах, о которых мы не говорили выше. В основном это сельские районы, Заречье, Центральная и Вилюйская группа улусов. Там с 12 мая открываются все предприятия торговли. Это торговые центры, комплексы, ярмарки, рынки. Начинают работать парикмахерские, салоны красоты и косметические центры. Разрешено оказание услуг по предварительной записи с соблюдением между клиентами временного интервала для проведения дезинфекции. Но по всей республике во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательно использование масок и перчаток, дезинфекция и социальное дистанцирование. Вот в таком порядке, друзья, начнем аккуратно двигаться к полному снятию ограничений. Но всем нам надо очень хорошо понимать, что при любом осложнении эпидемиологической ситуации все запреты могут вернуться. Очень хотелось бы, и я надеюсь, что ужесточать ограничения не придется. Для этого всем нам надо еще строже отнестись к своей личной безопасности, соблюдать масочный режим, самоизоляцию тем, кому это предписано. Касаемо окончания учебного года в школах республики, то в соответствии с указом главы он должен завершиться не позднее 30 мая. А все озвученные изменения вступают в силу с 12 числа. До 31 мая примерно в таком режиме продолжится жизнь у якутян. Ожидать ли новых послаблений, либо напротив, ужесточения режима будет зависеть от всех нас и в первую очередь от личной ответственности каждого. Берегите себя.